этот день мы должны вспомнить, с чем связан, с какими событиями связан этот праздник. Этот праздник связан с тем моментом, когда Ибрагим, алейхиссалям, положил самое дорогое, что у него было, его сына, чтобы зарезать его. То есть он был готов выполнить приказ Аллаха Субхану ва Тааля и зарезать собственного сына, то есть готов был отдать жертву, то есть подчиниться и покориться Аллаху Субхану ва Тааля и зарезать собственной рукой своего собственного сына. То есть мы должны хотя бы попытаться ощутить, хотя бы немного пережить вот эти чувства, когда ты в нормальном состоянии и ума, и твоего психического состояния, ты хладнокровно укладываешь своего сына, который смотрит тебе в глаза, чтобы зарезать его. То есть мы должны понять, насколько должен быть покорен мусульманин Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы быть готовым сделать это. И Аллах Субхану ва Тааля посылает, конечно, Аллах Субхану ва Тааля справедливый, милостивый и очень мудрый. Аллах Субхану ва Тааля, увидев готовность Ибрагима, алейхиссалям, выполнить этот приказ, Аллах Субхану ва Тааля посылает откуп или выкуп. Посылает выкуп, посылает животное, которое называет великим откупом или великим выкупом. Аллах Субхану ва Тааля в Коране называет это животное великим выкупом, потому что это был выкуп за Исмаила, старшего сына, отца многих пророков Ибрагима, Исмаила, который тоже потом стал пророком и посланником. Это был великий выкуп, и Ибрагим зарезал это животное. Тем самым вот это событие, покорность Аллаху Субхану ва Тааля, является примером единобожия. Что значит единобожие? То есть значит вера в единого Аллаха и полное Ему послушание, полная Ему покорность, даже такая, какую готов был проявить пророк Ибрагим, алейхиссалям. В Коране Аллах Субхану ва Тааля в некоторых аятах говорит о жертвоприношении. В одном из аятов Аллах Субхану ва Тааля приказывает пророку Ибрагиму, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, и говорит: «Фассалли ли раббике ванхар». И в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вальбадан джальнаха шаир Аллах». То есть молись твоему Господу и приноси ему в жертву, то есть режь животное ему в жертву. А в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, что животные тоже, через них можно возвеличивать Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, то есть принося их в жертву, убивая этих животных, которые Аллах Субхану ва Тааля для нас сотворил. В одном из хадисов, конечно, хадисов очень много, но в одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, этот хадис передается в сборнике Аль-Хакима и других сборниках, наш пророк говорит, что сын Адама, то есть человек, в день Курбана или Йом Нахар, то есть в этот день, день праздника Курбан Байрама, не может сделать дело более любимое у Аллаха Субхану ва Тааля, чем проливание крови животного. То есть самое любимое дело для Аллаха Субхану ва Тааля, которое мусульманин может сделать в этот день, это пролить кровь животного, то есть зарезать животное ради Аллаха Субхану ва Тааля. И дальше пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, говорит, что это животное со всем его мясом, костями, шерстью и так далее, оно придет в судный день и предстанет перед Аллахом Субхану ва Тааля как доказательство нашей покорности Аллаху Субхану ва Тааля. И как в этом хадисе говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, капля крови, когда человек зарежет это животное, капля крови не успеет достичь земли, там совсем небольшое расстояние, конечно же, буквально какие-то сантиметры. Как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, капля крови этого животного, первая капля, не успеет достичь земли, как эта капля уже достигнет Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля узнает о том, что ты принес ему в жертву это животное, раньше, чем капля крови достигнет земли. Говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям.